с ограниченными возможностями должен не чувствовать своих ограниченных возможностей, что он все может. Максим Сорокин. Увлечение. Музыка, вокал. Диагноз. Детский церебральный паралич. Девиз. Через борьбу к победе. Но очень многие сидят дети дома, то есть они становятся заложниками, потому что родители, они думают и не уверены в себе, то, что они смогут. Поэтому родителям нужно, прежде всего, увидеть ребенка своего как самого лучшего, как самого талантливого. Это синтезатор. Я играю на нем каждый день. Тот объем знаний, который дается при домашнем обучении, он очень скуден для ребенка. И, наверное, ребенок в этих стенах, он замыкается. То есть ребенку нужно обязательно школа и нужно обязательно общение, потому что нужно, чтобы пройти этот какой-то жизненный путь, чтобы потом уже в обществе, когда он вырос, ему не было так больно. А дети, те, которые сидят дома на домашнем обучении, они получаются как цветы. Уже объем, допустим, знаний, который они получали, этого и мало этим детям. It's a food, but Ruslan thinks It's a fruit. is it right or wrong? No. He has some mistake. Well, correct is the word? Correct. Well, the second letter is You. I. Я поступил в первый класс, и на меня смотрели как, не знаю, на сумасшедшего. Что вот такой с особенностями ребенок, он как это в обычной школе учится? Он вообще должен домашнее обучение. Как это? Естественно, от меня сначала все отсаживались. Я, закончив, когда на отличной четверть, уже ко мне пересаживались уже. Потому что появилось уважение. Раз смотрю, еще уже в 4 классе, одноклассник смотрит, который сидит со мной по парте. Смотрю, а у него такие же ответы, как у меня. Значит, он просто списал, пока я пользовался моментом и писал свой ответ. Естественно, авторитет уже есть. Они уже доверяют мне, что у меня все равно 5 будет. Значит, и у них должна 5 быть. Таких детей у нас в городе нет, поэтому в первую очередь это нужно воспитывать именно толерантное отношение, так скажем, у здоровых детей, сверстников, окружающих. То, что он занимается именно вокалом, конечно, это защищает, может быть, и тоже честь школы, потому что он бывает и участником различных музыкальных конкурсов на городском уровне и даже на республиканском уровне. Началось все с того, что я телевизор смотрел и наткнулся на такой канал, как Муз-ТВ. Посмотрел клипы. На следующий день мама мне включает телевизор и говорит: давай, Максим, я тебе поставлю мультики, ты сегодня заслужил. А я говорю: нет, мам, вместо мультиков лучше поставь Муз-ТВ, мне так нравится. На следующий день я уже знал 2-3 песни и уже пел вместе с артистами. Они там в телевизоре, я здесь. Забытость на свете, сердце замерло в груди, только небо, только ветер, только радость впереди, только небо, только ветер, только радость впереди.
мы решили попробовать его отдать в школу музыкальную. Детки приняли нас сначала, ну, будем говорить, с осторожностью. Когда мы вышли водить хоровод, то детки сказали то, что мы с ним не будем общаться, потому что он не такой, как и мы. Спустя уже полгода мы приехали с лечения, и детки уже спрашивали, а где ты был, и что ты делал. И когда у них был первый спектакль мюзикл, они ставили, и они первым делом спросили у учительницы, а кем будет Максим и какая будет у него роль достанется. Вот ему досталась роль Пня, и вот он такую первую серьезную роль, он пел песню Пня, исполнял. Когда я выхожу на сцену, зал хлопает мне. Я глазами всячески, улыбкой улыбаюсь, движения показываю. Когда я пою душевные песни, я смысл слов пытаюсь передать. Естественно, после такого выступления ко мне подходит, плачет, естественно. Хорошо. Так, немножечко поешь один текст, да? А где настроение? А где вот ты видишь эту картинку? А? Да. Мне получается с настроением петь. Максим умеет ценить то, что, может быть, мы делаем, не замечаем. И вот именно это, видимо, подкупает в его выступлении. Последний у нас такой случай был, когда нам просто сказали так, очень взрослые люди, что ты получаешь награды из-за жалости. Он это запомнил, поэтому после сейчас, когда выступает, и приходит и говорит: мама, сейчас-то я получил награду, надеюсь, это аплодисмент не из-за жалости, а из-за пения. Да, говорит, да, конечно. Вот мой спортивный уголок, видите, вот здесь надо тянуть для мышц. Вот это канат, на котором можно висеть, мой брат очень любит. А вот это гиря, которой я тренировался бить, как боксер. А вот это беговая дорожка. Я покажу вам, как я занимаюсь. Когда я хожу, чтобы мне не скучно было, я включаю музыку. Но ты идешь дальше, стремишься дальше и думаешь, что ты должен, ты сделаешь. Ну и любая мама, конечно, она своего ребенка вытащит. Она его любит, и она его просто не даст в обиду. Хитрый. Ой, я устал. Давай, пошли сзади. Давай. И основная проблема для них – это доступность транспорта. Является полунизкопойным. В этом плане сделано, какие есть результаты. Люди поддерживают этих детей. Жестикуляция уже такая, как у профессионального артиста. Руками так ловит. Иногда бывает, когда я допиваю, некоторые подходят, подбегают, дарят цветы. Я преодолел свое «я» и сказал: ты все можешь. Ты должен научиться быть таким, как все. Знаешь, как
люблю тебя я, мама. Когда его публика принимает, как он есть, а его очень хорошо публика принимает, то нам это тоже приятно. Даже были сцены, когда же была удивительная сцена, когда, допустим, мы 2 года назад выступали в Уфе, там на одном конкурсе «Созвездие талантов», да, и министр культуры у нас имеет наградили цветы, и он вышел выступать, она свои цветы отдает Максиму. То есть это был очень интересный зрелище, то есть его публика принимает очень интересно. То есть обычно, когда у нас здесь идет в октябрьские праздники, концерты, то в большинстве случаев обычно полузал как минимум встает и его аплодирует стоя. То есть его принимает публика. Я пожелаю одно, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья и дети, также в том числе, при своей болезни не сидели дома, не плакали в подушку, не говорили, что вот я такой-то, что я ничего не могу. Наоборот, стараться преодолеть свои стереотипы и уже быть такой, как все. Естественно, за счет моего девиза, как у Лены Николаевны, я преодолел свое «я» и сказал: ты все можешь.